один 10-й десантный батальон. 22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей нашей огромной страны рухнули все планы на будущее. Вся жизнь перевернулась. Действительно, сегодня очень замечательный день. Замечательный, я поясню почему. Сегодня мы поздравляли нашего ветерана, который живет здесь, в Гагаринском округе, участника Великой Отечественной войны, Колтовского Семена Ивановича. Ему в этом году, буквально уже скоро, через несколько месяцев, будет 100 лет. Представляете? И мы его поздравляли сегодня, вот народу было, наверное, не меньше. Это очень замечательно. Но я хочу сказать немножко о другом. Дорогие друзья, мне хочется сказать следующее. Вот все мероприятия, которые у нас очень насыщенные мероприятия в этом году, посвященные нашему Дню Победы, да? 77 лет, помните? Очень насыщенные. Я хочу сказать, что самое главное насыщенность, знаете, в чем заключается? В том, что она имеет не только форму, но и имеет содержание. Сегодня все вы здесь отдаете дань памяти нашим победителям, нашей победе, которая была в 1945 году. Вы вникаете в историю, молодежь, к вам сейчас обращаюсь. Вы вникаете в историю, тем самым делаете свое наполнение, не только форма. И это очень уважительно, очень важно и очень нужно. И, конечно, сегодня хочу поздравить всех с наступающим Днем Победы, пожелать каждому счастья, здоровья, мирного неба, чтобы ваши братья, отцы, друзья не воевали, а мы жили в мире. Это очень важно сегодня понимать. И очень рад, что сегодня в Гагаринском округе второй раз вот уже с прошлого года проводим такую акцию «Свеча памяти». И сегодня все вместе мы с вами напишем то самое нужное, самое правильное слово сегодня. Слово «помним». Чулочки тоже снять не дядя, не упрекая, не грозя, смотрели словно в душу глядя трехлетней девочки глаза. Чулочки тоже, но смятением на миг эсэсовец объят. Рука, сама самое мгновение, вдруг опускает автомат. Он словно скован взглядом синим. Проснулась в ужасе душа. Нет, он застрелить ее не может, но дал он очередь спеша. Дед стоял у окна блаженно, тая в солнечном свете, в тепле. Тут ко мне повернулся и молвил: «Подойди-ка ты, внучка, ко мне». Подошла и тихонько сказала: «Что ты звал? Я уж тут, говори». Он к окну опять повернулся и чуть слышно сказал: «Посмотри». Поднималось солнце над сопкой, заливая теплом все вокруг. Мы в окно на январь смотрим робко, и на столбики дыма из труб воробьи на ветвях щебечут, жмурясь в солнце красных лучах. Мир на свете, гуляют дети, вон с горы летят на санях. Чужды им беспокойство и холод, голод, страх и войны клинки. Ходят дети и в сад, и в школу, беззаботно идут деньки. Уважаемые ветераны тыла, труда, дети войны и все присутствующие здесь на нашей акции «Свеча памяти». Наш народ во время войны понес очень большие жертвы. Погибло около 28 миллионов людей. Они отдали свою жизнь за нас. И мы будем помнить их. И года уходят. С каждым годом все меньше остается участников Великой Отечественной войны. Но помним мы все, что было от начала до конца. Наш народ победил. Никто не забыт и ничто не забыто.
помним всех. Я фильм смотрела о войне, и было очень страшно мне. Валили снаряды, бой гремел, и люди погибали. А рядом дедушка сидел, и на груди медали. За то, что вместе со страной сломил он силу злую. Медали глажу рукой, и дедушку целую. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Память — это не просто событие из прошлого. Как-то был разговор взрослых, рядом дети мои были, и прозвучало: а дети вообще ничего не знают, не помнят о войне. Ну вот мой маленький сынок, он как-то возмутился и говорит, я не ожидал от него этого: почему я не знаю? Мой дедушка был летчиком бомбардировочной авиации, он бомбил гадов-фашистов в Берлине. У меня самого рот раскрылся, я думаю, ничего себе. Остальные взрослые тоже промолчали. Но был у меня и другой случай. Как-то на съемках во Франции мы были на слете бойскаутов. Ну, старшее поколение знает это. Вроде пионеров, только такие без политики, вроде бы. И там, на этом слете, выступали два старых бандеровца в эсэсовской форме, дедушки уже. Мне было интересно, что же они скажут. Дети французы и вот два пожилых украинца. И один стал рассказывать другому: Микола, а ты помнишь, як мы этого москалика маленького взяли, ты ему ширк по горлу ножичком? И он стал детям рассказывать, как они перерезали горло вот молодому советскому солдату. Я порадовался, что слушали его дети французы, они не понимали украинского языка. Но я посмотрел в глаза этих детей, и они, видимо, что-то чувствовали, поэтому они смотрели на этих двух дедушек в эсэсовской форме, ну, если не с ненавистью, то с каким-то презрением. Вот со временем, конечно, дети уже не будут встречаться со свидетелями войны. Они просто уйдут со временем, конечно. Но их знания о войне будут связаны вот с такими акциями, как «Свеча памяти». А память – это добро. А добро не может быть несправедливым. Низкая память всем тем, кто защищал и кто защищает Родину. Спасибо.